Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Кровавый теракт в центре Стамбула. Террорист-смертник убил 10 и ранил 15 человек. В основном это западные туристы. Это был террорист-смертник. Я был там и все видел. Российская авиабомба попала в школу в пригороде сирийского Алеппо. В числе погибших 32 школьника. Путин назвал новость о бомбежке враньем, а выжившие дети рассказывают о том, как все было. Я услышал, как прилетел самолет. Потом был очень сильный взрыв. Нефть ниже $30 за баррель стала реальностью. Падающий рубль потянул за собой все валюты Центральной Азии, а в Казахстане даже отметили местный антирекорд. Тенге с августа подешевел ровно в 2 раза. В Тбилиси отмечают 40-летний юбилей «Иронии судьбы». Культовый фильм Рязанова в качестве эксперимента был впервые показан именно в советской Грузии. Это был огромный лист, где было подписано, что ему надо дать государственную премию. Ему дали государственную премию. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил, что взрывное устройство на центральной площади Стамбула Султан Ахмед привел в действие смертник из Сирии. Напомним, взрыв в центре Стамбула унес жизни 10 человек, еще 15 получили ранения. Вот что сказал турецкий президент, выступая по национальному телевидению. Я осуждаю теракт в районе Султан Ахмед, признанный атакой смертника сирийского происхождения. К сожалению, из-за теракта погибло уже 10 человек, как иностранцев, так и турок. Я хотел бы выразить соболезнования родственникам погибших и надеюсь на скорейшее выздоровление тех, кто был ранен. Это около 15 человек. Напомним, мощный взрыв произошел в 10 утра по местному времени на центральной площади Стамбула Султан Ахмед. Среди 10 погибших 9 – это немецкие туристы. Канцлер Германии Ангела Меркель уже подтвердила факт их гибели. В числе раненых и пострадавших граждане Норвегии и 1 житель Южной Кореи. Взрыв вызвал панику. Об этом рассказывают очевидцы. Они подтверждают, что бомбу привел в действие смертник. Это был террорист-смертник. Я был там и все видел. Я поспешил вернуться в отель. На площади творился настоящий хаос. Все куда-то бежали. Полиция пыталась как можно быстрее эвакуировать людей из опасной зоны, потому что была вероятность второго взрыва. Площадь была полностью эвакуирована. Полиции уже удалось установить личность террориста-смертника, хотя его имя пока не называют. Известно, что это 27-летний сириец. Посольство России и центральноазиатских стран сообщают, что среди погибших и пострадавших их граждан нет. Также источники в силовых структурах Турции практически уверены в том, что за взрывом стоит ИГИЛ. Турецкие спецслужбы не исключают наличие в этом районе Стамбула еще одного террориста-смертника или еще одной заложенной бомбы. Стамбульская площадь Султан Ахмед, где произошел теракт, самое популярное место у туристов со всего мира. Рядом находятся собор Айя София и Голубая мечеть. Теракт и гибель западных туристов могут нанести серьезный удар по туриндустрии Турции, которая и так пострадала от санкций России, запретившей своим гражданам посещать Турцию. Напомним, что нынешний террористический акт уже 4-й по счету за последние 1,5 месяца теракт в Стамбуле. Но по количеству жертв и пострадавших он стал самым кровавым. Тем временем один из выживших террористов, совершивших нападение на отель в египетском курорте Хургада, признался, что целью атаки были российские туристы. Но поскольку их не оказалось в отеле, террористы напали на тех, кто был. В результате были ранены 3 человека, 2 австрийца и 1 швед. Поначалу египетские власти утверждали, что события в Хургаде – это обычное ограбление, но сегодня стало известно, что это не так. 2 граждан Египта, совершивших нападение, как утверждают источники, близкие к следствию, хотели примкнуть к боевикам исламского государства, но никак не могли связаться с ними. И чтобы доказать свою высокую эффективность, они изготовили пояс шахида и отправились на поиски русских. Один из нападавших был застрелен охраной отеля, другой с поясом шахида сдался полиции. Международные правозащитники сообщают, что в результате попадания российской авиабомбы в школу сирийской провинции Алеппо погибло от 12 до 30 детей. В частности, представители базирующейся в Лондоне правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights сообщают, что погибших школьников как минимум 12. Другие организации называют более высокие цифры. Агентство Рейтер распространяет видеокадры школы, подвергшейся авиаудару в минувший понедельник. В социальных сетях сирийской оппозиции активисты выкладывают видео из госпиталя, где находятся выжившие при бомбежке школьники. Вот что рассказывает о произошедшем один из них. Меня зовут Хасан.
Мы сидели на уроке в школе. Я услышал, как прилетел самолет. Потом был очень сильный взрыв. И я больше ничего не помню. Между тем, Франция призвала Россию прекратить удары по гражданским объектам в Сирии. В частности, в обращении главы МИДа Франции Лорана Фабиуса речь шла и об уничтоженной в Алеппо школе. Мы обсудили абсолютную необходимость прекращения военных действий, которые ведут Россия и правительственные войска Сирии против гражданских лиц. Конкретно речь идет о городе Мадайя и других осажденных сирийских городах. Власти Франции также призвали Россию не участвовать в блокадах сирийских городов на стороне армии Асада. Как пример был приведен находящийся в окружении город Мадайя, который сейчас западные СМИ называют сирийским Ленинградом из-за многочисленных случаев гибели его жителей от голода. Тем временем, после прихода в Мадайю гуманитарных колонн ООН и Красного полумесяца, жители города стали его покидать. Они рассказывают об ужасающих условиях жизни в окружении и обвиняют как правительственные войска, так и повстанцев. Мы собирали траву, готовили ее и ели, что приводило к болезням. Многие люди здесь уже похожи на скелеты. Младенцам нечего есть, только вода с солью. Мы не ожидали, что ситуация так развернется. Мы думали, что все проблемы разрешатся, а все стало только хуже. Повстанцы ухудшили ситуацию. Зачем они пришли в наш город? Это из-за них город осажден. Президент России Владимир Путин в интервью немецкому изданию «Бильд» отверг все обвинения в адрес российской авиации. Он заявил, что все свидетельства бомбардировок гражданских объектов – это, цитата, «вранье и фальсификация западных СМИ». А все видео, которые распространяются в интернете, были сняты задолго до прихода в Сирию российских военных. Также Путин стал на защиту своего сирийского коллеги Башара Асада. Он не стремится к уничтожению собственного населения. Он борется с теми, кто пришел к нему с оружием в руках. А если от этого страдает мирное население, то я думаю, что прежде всего ответственность за это несут те, кто борется с ним с оружием в руках, и те, кто помогают вооруженному формированию. Тем временем начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сделал сенсационное заявление о том, что российская авиация действует в теснейшем контакте с сирийской оппозицией. Эта поддержка способствовала началу крупномасштабного наступления сирийской свободной армии и прочих оппозиционных отрядов на столицу террористического халифата Ракку. Никакого подтверждения со стороны сирийской оппозиции заявления российских военных пока не получено. Ранее, в частности, сирийская свободная армия опровергала сообщения о сотрудничестве с Россией. Российская авиация оказывает поддержку патриотическим силам, ведущим борьбу с международными террористами на территории Сирии. Сегодня наши самолеты наносят удары в интересах 11 отрядов демократической оппозиции, насчитывающих свыше 7 тысяч человек. За последние несколько дней ВКС России нанесли 19 авиационных ударов в интересах отрядов группировки Джейш Ахрар Аль-Ашаир, армия свободных племен, входящих в состав Южного фронта Сирийской свободной армии. При поддержке российской авиации отряды Сирийской демократической армии под командованием Аймана Флят Аль-Ганима продолжают наступление на столицу ИГИЛ, город Ракку. На южном направлении при поддержке нашей авиации отряды Львы Востока и Каламун в ходе наступления на Пальмиру продвинулись более чем на 50 километров. Американское военное командование, в отличие от российских коллег, призналось в том, что при проведении воздушных ударов по оплоту ИГИЛ иракскому городу Мосул пришлось пойти на осознанные жертвы среди гражданского населения. Речь идет о бомбардировке 2 900-килограммовыми бомбами главного банка террористов, где были сосредоточены почти все наличные деньги ИГИЛ. Вы видите кадры этого разбомбленного банка. Источники в Пентагоне сообщают, что перед нанесением бомбового удара американцы несколько дней думали, наносить или не наносить этот удар. Но в конце концов было решено все-таки уничтожить банк одним ударом, несмотря на возможные жертвы среди мирных граждан. По предварительной информации погибло как минимум 50 человек. 53-летняя жительница Ошской области Кыргызстана отправилась в Сирию вслед за дочерью. Муж и сыновья женщины не получают вестей от нее почти целый год. Почему на джихад уезжают целыми семьями и как живут те, кто оттуда вернулся, рассказывает наш корреспондент Джибек Бигалиева.
Самые вкусные самсы в Ноакате пекут здесь. Готовить их Абдулатифу доверили недавно. Он здесь новенький. Устроиться в лучшую чайхану города было не совсем легко. Юноша на учете в местном РОВД. Раз в неделю Абдулатиф отмечается в местной милиции. Сестра и мать ноакатца уехали на войну в Сирию. Из новых коллег Абдулатифа об этом мало кто знает. Поэтому, чтобы поговорить, идем с ним на задний двор, подальше от посторонних глаз. Родственниками игиловцами никто здесь не хвастает. Мы выдали замуж младшую сестру в соседний район, Араван. Однако зять обманул ее и увез сначала в Турцию, потом в Сирию. Сказал ей, что они будут учиться, работать. Через год после того, как уехала единственная дочь, внезапно в Россию засобиралась мать Абдулатифа. Ничего не подозревая, юноша и его братья отправили женщину к родственникам. Оказалось, 53-летняя кыргызстанка, оставив мужа, отправилась вовсе не в Россию. До того, как мама уехала, мы говорили с сестрой, и вроде она была в Ираке. После того, как она уехала, отец слег. Он очень болен. На связь сестра и мать Абдулатифа давно не выходят. Последнюю фотографию, снятую, по-видимому, в зоне ИГИЛ, старшему сыну женщина отправила около 9 месяцев назад. Отчаявшиеся братья даже не знают, как узнать, живы ли их мать и сестра. Те, кто побывал в Сирии, на родину возвращаются редко. Амет из тех, кто побывал по ту сторону фронта. По возвращению в Кыргызстан мужчину осудили по 375 статье «Наемничество». Забрали сына прямо из дома. Для родителей это очень тяжело. Отсидев в СИЗО 2 года, Амет вышел на свободу условно-досрочно. О том, что видел там, никому не рассказывает. До сих пор утверждает, поехал в Сирию учиться. Когда все началось, мы там учились, потому что президент Сирии сказал, чтобы граждане других стран уезжали. Сказал, что если с нами что-то случится, они не возьмут на себя ответственность. По разным данным, в зоне боевых действий сейчас находятся около 500 кыргызстанцев. Тем, кто вернулся, иногда объявляет бойкот, требует выселить из сел. Для предъявления более серьезного наказания доказательств часто просто не хватает. Дюбек Бегалиев, Азат Антымаков. Настоящее время. Ошская область. Кыргызстан. Далее в программе. Нефть ниже $30 за баррель стала реальностью. Падающий рубль потянул за собой все валюты Центральной Азии, а в Казахстане даже отметили местный антирекорд. Тенге с августа подешевел ровно в 2 раза. В Тбилиси отмечают 40-летний юбилей «Иронии судьбы». Культовый фильм Рязанова в качестве эксперимента был впервые показан именно в советской Грузии. Это был огромный лист, где было подписано, что ему надо дать государственную премию. Ему дали государственную премию. Мировая цена на нефть марки Brent вплотную приблизилась к психологической отметке в $30 за баррель. И, судя по всему, это еще не окончательное падение. Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов 12 января опускалась ниже $31 за баррель. Это означает, что стоимость самой распространенной российской марки нефти «Юралс» находилась на уровне $29 за баррель. На этом фоне Сбербанк России выпустил новый стрессовый сценарий, составленный из расчета цены в $25 за баррель. Впрочем, британские аналитики и этот прогноз считают чересчур оптимистичным. По их оценкам, стоимость барреля может опуститься и до $10. Из-за дешевой нефти Россия готовится сократить расходы бюджета на 10%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве. Рубль тем временем продолжает стремительно падать, одновременно вызывая рост розничных цен и снижение уровня жизни. Наши коллеги из русской редакции «Радио Свобода» спросили у москвичей, согласны ли они с президентом Путиным, который убежден, что низкие цены на нефть способствуют росту российской экономики. Близко даже никакого оздоровления нету. Мы находимся в болоте и потихонечку продолжаем туда погружаться. Я считаю, что Владимир Владимирович наш большой молодец, и он все говорит правильно. Сейчас спад, который все знают, экономика сокращается, людей много увольняют. Раз Путин сказал, что экономика у нас будет расти, будем надеяться на лучшее. Пока оздоровления, честно говоря, никакого не видно. Если он, наш президент, видит ее сверху такой, ну дай бог, это бы очень хорошо. Я ее такой не вижу. Все уже стали ограничивать себя во многом даже необходимом. Оздоровление сомнительно еще на сегодняшний день.
Курс доллара непрерывно растет и в Казахстане. За последние сутки он поднялся на 5 тенге. А с 20 августа прошлого года, когда и началась резкая девальвация национальной валюты, курс доллара вырос практически в 2 раза. Наш корреспондент Дмитрий Беляков узнал у жителей Алматы об их реакции на антирекорд. Все дороже и дороже. Продуктовая корзина тоже дорого очень. И вещи дорогие. Не как в России, а мы ожидали, как в России будут. Это уже ни к чему, мне кажется. Никуда не катит. Лично я уже купить и доллар не смогу со своей пенсии. И куда-то поехать, отдыхать я тоже не смогу. Потому что все зависит от доллара. Ну, почувствовали, что продукты дорогие, очень дорогие, вещи дорогие. Все подорожало слишком. Жизнь невозможная стала. Говорили, что доллары уберут, а они наоборот растут. Возросли все цены на продукты. Это, конечно, ударило по карману простым казахстанцам. Вот и все. Сегодня в международный аэропорт Душанбе прибыл самолет МЧС Российской Федерации с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения, произошедшего в начале декабря в Горно-Бадахшанской автономной области. Самолет прибыл с 4-часовым опозданием из-за сильного тумана в Душанбе. На борту около 32 тонн грузов на сумму более $2 миллионов. Это теплое одеяло, 50 10-местных и 50 30-местных палаток, а также 2 электрогенератора, каждой мощностью под 120 киловатт. В аэропорту груз был передан агентству по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан. Гуманитарная помощь будет использована для развертывания лагерей строителей, которые займутся восстановлением и возведением с нуля домов для семей, лишившихся жилья в ходе землетрясения. Очень кстати, что этот груз прибыл сегодня, потому что в местах чрезвычайной ситуации, которые произошли в Батанском ущелье Бадахшана, мы начинаем строить 141 домов для пострадавших. Сейчас правительством доставляются все необходимые строительные материалы. И специальные генераторы большие дизельные для того, чтобы можно было развернуть палаточные городки полностью электрифицированные, для того, чтобы люди могли жить в тяжелых, в общем-то, условиях, которые сейчас в горах. Между тем, беженцы из Украины могут лишиться в России всякой поддержки. Более того, некоторым из них объявили, что они должны покинуть Россию до начала февраля. Такое решение Кабинет министров России, оказывается, принял еще в октябре прошлого года. Сейчас подходят сроки исполнения, и во многих пунктах временного размещения царит паника. Беженцы не хотят возвращаться в зону боевых действий. Подробнее об этом в материале из Ростовской области. Через этот пункт временного размещения под Таганрогом за 1,5 года прошло порядка 15 тысяч беженцев. Одни пересидели здесь наиболее тяжелые времена и вернулись в Украину, но кто-то по квотам уехал вглубь России. Сейчас в Красном десанте осталось порядка 300 граждан Украины с разным статусом. У одних есть разрешение на временное проживание. Они могут начать обустраиваться в России на общих основаниях. Остальные должны до начала февраля покинуть страну. В первую очередь это касается жителей тех районов, которые сейчас контролируются киевскими властями. Татьяна из Мариуполя. Она уверена, что дома ей грозит тюремный срок. В России она родила девочку и сейчас с 2-месячным ребенком на руках готовится покинуть лагерь. Мы довольны и благодарны, конечно. Но только то, что в зиму так получается, мы остаемся на улице, это тоже как-то так не есть хорошо. Руководство лагеря разводит руками. Распоряжение правительства. По-человечески людей жаль, но лагерь содержит на федеральные средства. И эти средства, судя по всему, заканчиваются. Мы сочувствуем, по возможности, кого можем, тут уже возвращаемся как можем. Но это не мы решаем. И не ростовское даже наше руководство. Это все согласовано с властными. Да, деньги федеральные. Да, нас предупредили, что 3 числа закрывается лагерь, и мы уезжаем. Куда уезжаем? Вот, я не знаю. То есть идет зима. Вот. Дом мой цел, но у меня нет окон. Катерина из Луганской области. Сейчас вместе с 2 дочерьми-близняшками живет в детском лагере «Пионер». Для беженцев его спешно оборудовали системами отопления, и сейчас здесь находится 160 человек. Уезжать на территории, подконтрольной Киеву, они категорически не хотят, опасаясь преследований. Но многие и в России не планировали оставаться, просто жили в лагерях, не оформляя документов. Мы ждем окончания войны. Вот сегодня-завтра мы собираемся вернуться. Вот я сама в таком распутье, понимаете? А тут мы... Да вот вроде тихо, сейчас вроде не стреляют. Ага, ну еще месяц
месяц посидим, подождем, начнем собираться домой. Звоним домой, мне говорят, ой, подожди, Новый год, вот подожди месяц, посиди там. И вот просто, понимаете, вот мы вот реально вот на распутье. По различным данным, сейчас в лагерях временного размещения Ростовской области находится порядка 1000 украинских беженцев. К началу февраля в них останутся только самые беззащитные – пенсионеры и инвалиды. Региональные власти сейчас составляют списки самых нуждающихся и заверяют, что на них деньги в бюджете найдутся. Елена Романова. Настоящее время. Поселок Октябрьский на окраине Донецка расположен меньше, чем в 5 километрах от Донецкого аэропорта. Год назад здесь шли ожесточенные бои. И сейчас в поселке осталось лишь горстка людей, обреченных на выживание. Давай, кушай. У Антонины Прокофьевны почти не осталось собеседников. Немногочисленные соседи, да вот эта голубка. В дни самых тяжелых боев пожилая женщина подобрала на улице птенца, выходила и вместе с ним пряталась от бомбежек. Вот там в спальничке сидела, гулечку на руки возьму и сижу. Я как-то отвлекалась от этого. А стреляли так прям вот, я не знаю, нам повезло, что ли. Вот. Антонине Прокофьевне повезло, ее дом еще стоит. Только дыры в стенах. Их 80-летняя женщина никак не может заделать, прикрывает, чем придется. А потом, как влетел осколок, я еще не знаю, как он меня не зацепил. В ее доме нет ни воды, ни газа, а все окрестные магазины разрушены. С едой помогают соседи. А чтобы согреться, она топит печь. Тепла не хватает, и верхнюю одежду Антонина Прокофьевна почти не снимает. Так они и живут вдвоем с голубкой. И стараются не отчаиваться. Она ручная, да, маленькая. Катерина Кочкина. Настоящее время. В Тбилиси в здании Русского драматического театра Грибоедова состоялся вечер памяти Эльдара Рязанова. Грузия стала первой республикой, которая оценила один из самых популярных его фильмов «Ирония судьбы» или «С легким паром». Еще до официальной всесоюзной премьеры эта кинолента получила первую премию на Тбилисском фестивале телевизионных фильмов в 1975 году. Как вспоминали великого режиссера его грузинские поклонники, рассказывает Зураб Двали. В этот вечер вспоминали о личном участии Эльдара Рязанова в российско-грузинских культурных проектах. В Тбилиси прошли несколько фестивалей российского кино под его патронажем. Несколько лет назад Эльдар Рязанов был награжден и высшей наградой страны орденом чести за вклад в дружбу между народами России и Грузии. Он был замечательный. Там это такой буквально грузин. Знаете, произносящий тосты, как у нас произносят. Можно было подумать, что он впитал в себя это с молоком матери. В завершении вечера памяти Эльдара Рязанова были показаны фрагменты из его известных фильмов, а также телепередач с его участием. Эльдар Рязанов из той плеяды российских деятелей искусств, чье творчество в Грузии считают и частью своей культуры. И как пример история самой народной картины режиссера «Ирония судьбы» или «С легким паром». Более того, когда чиновники Москвы отказались давать картине госпремию СССР, грузинские кинорежиссеры выдвинули картину на награду от имени киностудии «Грузия Фильм». Когда мы это узнали, это настолько возмутило нас, что мы собрались в кабинете у Резо Чхаидзе и решили написать письмо. Комитет. По-моему, все режиссеры, актеры, это был огромный лист, где было подписано, что ему надо дать государственную премию. Ему дали государственную премию. Заодно грузины предложили наградить и красавицу польку Барбару Брыльска за лучшую женскую роль. Я прихожу домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина. Я у себя дома нахожусь. Его фильмы любимы всеми, творчество многогранно. Со сцены звучат песни на его стихи, отрывки из книг воспоминаний. Зураб Двали, Гога Чконя и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.